Грозный отличается чистотой, порядком, безопасностью, уважение другой национальности. Полный порядок. Ночью можно выйти спокойно, детей можно спокойно отправить на улицу. Да? Там нету такого, чтобы ребенка там взяли, забрали куда-то. Нет, здесь совершенно все безопасно. В первую очередь, мне кажется, своей динамикой роста, развития и повышения качества городской среды, комфортности для жизни горожан. Очень красивый, аккуратное, удобное благоустройство, комфортная городская среда. Во-первых, спокойствие. Дисциплина здесь налажена, очень атмосферно, хорошо. Я здесь живу не первый год, еще могу сказать, что Грозный отличается как бы своим баракатом, своим благом. Здесь очень много блага, еда. Здесь очень вкусно. И национальные блюда, и вообще очень круто. Бульвар Исымбаева, наверное, Грозненское море. Больше всего провожу время там. Ресторанчики, Исымбаева, площадь, мечеть, вот очень красивое место, цветочный парк, аттракционы летом, которая работала, очень было красиво, хорошо, уютно. Посещаю центр Эдельвейс имени Путина, дзюдо. Там я работаю, чаще всего я там провожу время, работаю с детишками, со взрослыми. То есть я как специалист, благодаря городу Грозному, развилась в спорте. Здесь невероятно красивые, великолепные мечети. Вообще не только в Грозном, в республике. Грозненское море, здесь парки, аттракционы, все это присутствует. И замечательно в них гулять. Кинотеатр «Грозный молл». Во-первых, в кинотеатрах хорошие условия. Во-вторых, тут очень много детских комнат для детей. Вообще прекрасное времяпровождение. Причем в любой точке города можно найти детскую игровую комнату. В Грозном жить, я бы сказала, намного комфортнее, чем в других странах, в других городах, потому что я сама приезжая с другого города. То, что здесь есть безопасность, чистота, порядок. Ну, я себя здесь ощущаю очень даже спокойно. В других городах там чуть-чуть посложнее в плане того, что там другой менталитет, здесь попроще с этим, покомфортнее. Хочу сказать, что в городе жить однозначно комфортно, потому что, во-первых, здесь к приезжим относятся с добротой. Никогда грубого, плохого слова вообще не было услышано за все года, сколько я тут живу. Вообще к людям относятся уважительно, даже начиная с маленького возраста детей. Просто для меня было удивлением, заходя в торговый центр, что маленький ребенок мне открывает двери, пропускает меня вперед, и они друг друга поправляют даже в какой-то мере. Воспитание очень, да, начиная с мала, заканчивая великим. Приезжая сюда, нам даже есть чему поучиться у детей, у чеченских именно детей. Все хватает, я не знаю даже, чего не хватает. Я даже не знаю, мне нечего ответить на этот вопрос, меня все устраивает. Я как специалист вам скажу честно, откровенно, здесь не хватает такси. Здесь прекрасный асфальт, замечательный менталитет. И так как я водитель, я замечаю на дорогах такую же порядочность. Особенно девушек пропускают, уважают. Но здесь порядок. Несмотря ни на что, здесь порядок. Всегда могут тебя остановить, проверить документы и все такое. Но все это происходит с улыбкой на лице и комфортно, деликатно. То есть очень комфортно. Плюсов очень много. Очень много плюсов. Я обожаю этот город, я это искренне говорю. Я обожаю этот город. Здесь даже минусов нету, плюсов можно перечислить огромное количество. То, что мне здесь нравится, тут уважение к женщинам, тут очень хорошее на высшем уровне. Мне кажется, в Грозном самые лучшие дороги в стране. Я много где поездил, побывал, и даже многие друзья отзываются о грозненских дорогах как о лучших. Я бы хотел пожелать Грозному и грозненцам не сбавлять темп в той динамике, которую они задали в развитии города. Сейчас, накануне буквально, мы закончили конкурс по разработке мастер-плана, и это как раз станет той основой,
на которую будут положены новые изменения и новые проекты, развивающие потенциал города. Приезжая сюда, отсюда не хочется уезжать. Даже если куда-то уезжать, начинаю, я скучаю, хочу вернуться обратно. Приезжайте в Грозный.